Салам алейкум, добрый день. Мы вас приветствуем у себя. Изначально мы эти публичные обсуждения начинали, как и все ФАИБы, у нас всего 11 было в пилотном проекте, начинали как обязанность в соответствии с постановлением правительства ежеквартально проводить их и давать широкой публике отчеты о проделанной работе. Но так как в прошлом году было заключено соглашение между ФАС России и Республикой Ингушетия, себя обязательство о том, что будем еще проводить обучающие семинары в рамках этих же публичных обсуждений и рассказывать нашим органам власти, какие изменения вступили в законную силу, что есть, и максимально давать разъяснения, которые мы можем дать. Не все, естественно, разъяснения можем давать, те, которые можем давать, и особенно по правоприменению, которое у нас сложилось, если заинтересованность со стороны органов власти, что мы их даем и будем давать. Поэтому у нас, получается, такая генерация произошла, и то, что мы сегодня делаем, это такая, получается, добрая воля, которая является результатом достигнутого соглашения с правительством республики. Для начала мы сначала озвучим итоги деятельности за первый квартал. После этого нам Рамзан Евлоев расскажет об изменениях, важные изменения, которые вступили в силу в первом квартале этого года в сфере применения закона о контрактной системе. Я думаю, это интересно всем присутствующим. Сначала осуществление государственного контроля за применением закона о контрактной системе. В рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд нашим управлением за первый квартал было рассмотрено 12 жалоб при осуществлении закупок. По итогам рассмотрения 7 жалоб было признано обоснованными, либо частично обоснованными, 4 жалобы необоснованными. Основные допускаемые нарушения – это нарушение содержания условий контрактов, необоснованный допуск или отклонение участников закупки, нарушение в части содержания протоколов, нарушение описания объекта закупки, нарушение в части установления единых требований к участникам закупки. Если мы сравним эти количество жалоб 12 в этом полугодии и в прошлом, в первом квартале прошлого года, в принципе, они примерно одинаковые. Мы все знаем, что это отчетный период у нас, январь-февраль, и пока и план-график будет вывешен, и деньги будут, лимиты будут доведены и так далее, и так далее. Это время первого квартала раскачки, поэтому у нас еще есть время у всех подготовиться ко второму кварталу и более внимательно размещать свои закупки. Типовыми нарушениями в сфере госзаказа являются нарушение в части размещения информации в единой информационной системе. Заказчиками нарушаются сроки размещения извещения о проведении закупок, сроки размещения информации и документов, связанных с исполнением обязательств по контракту, сроки размещения разъяснений положения закупочной документации. Нарушение порядка выбора способа определения поставщика. Наиболее часто нарушаются требования закона о контрактной системе в части выбора способа определения поставщика при заключении контракта на основании статьи 93 закона о контрактной системе. Нарушения могут выражаться в неправильном применении статьи 93, то есть заказчиком неправильно истолкованы положения закона о контрактной системе в части его применения статьи 93 и заключен контракт с единственным поставщиком, в то время как следовало осуществить закупку конкурентным способом определения поставщика. Чтобы не допустить подобных нарушений, необходимо изучить правоприменительную практику в части применения положений статьи 93. Нарушение порядка выбора способа определения поставщика заказчиками допускается при превышении лимитов заключения контракта с единственным поставщиком на основании статьи 93 закона о контрактной системе. Очень часто при проведении проверок, особенно с прокуратуры, у нас выявляется превышение лимитов. Но кроме всего прочего, из того, что связано с пандемией, что хотелось бы сказать, мы еще сталкиваемся уже с начала этого года с фактами, когда больницы на основании пункта 9 статьи 93, то есть это ЧС, закупают расходники медицинские по этому пункту. Это, никак этого делать нельзя, потому что, да и другим органам власти, допустим, у того же ФСБ есть своя поликлиника, у МВД есть поликлиника, те же бахилы, те же респираторы, те же, не знаю, штативы, капельницы, и так далее, и так далее. Это то, что медицинское учреждение в данном случае использует и так. Они из года в год
и так должны это все закупать. Это все у них должно быть. К ним это специально для этого и создано лечебно-профилактическое учреждение, для того, чтобы к ним приходили люди, лечили о них, ну, в данном случае правоохранители, и лечили их. Если это больницы наши, то же самое. То есть это плановая закупка. Плановую закупку никак нельзя проводить по пункту 9 статьи 93. То есть говорить о том, что есть некая ЧС, и поэтому мы их закупаем таким образом. ЧС – это когда у вас план превышается, что-то происходит, то, чего там не должно быть в нормальной жизни. Вот. Но используя этот пункт, мы полностью по максимальной цене, с единственным, только нам, заказчикам, известным причинам, заключаем контракт с некой компанией. Просто напрямую берем и заключаем. Тогда как наши ЛПУ в больших долгах сидят, у нас, по-моему, только 2 ЛПУ республики, которые без долгов как-то закрыли прошлый год, и все остальные с большой кредиторкой. Там сотни миллионов просто. Есть больницы, у которых там почти 300 миллионов долг висит и так далее. То есть в данном случае вообще это недопустимо заключение каких-то прямых контрактов, и все это списывать на ковид. То есть это тоже как бы неправильно. И мы к этому так относимся, что это неправильно, и применяем соответствующие меры наказания при выявлении таких случаев. Следующее – это нарушение порядка отбора участников закупок. Это нарушение является одним из наиболее значимых ввиду того, что влияет на права и интересы участников закупки. Обращаю внимание, что за нарушение порядка отбора участников закупки Кодексом Российской Федерации административных правонарушений предусмотрены существенные штрафы на комиссии заказчика. При этом участники закупки могут обжаловать действия комиссии и восстановить свои законные права. В случае выявления нарушений порядка отбора участников закупки управлению выдается обязательное исполнение предписаний об отмене протоколов и пересмотре заявок участников. Нарушение порядка отбора участников закупки – это незаконный допуск, незаконное отклонение, напрямую истолковывается как коррупционное. Поэтому если где-то там мы что-то не установили в документации, это 3000 штраф, это не так страшно. Но если мы незаконно допустили кого-то, либо незаконно отклонили, здесь уже кроются некие признаки уже. Отсюда можно отталкиваться. Потому что это было не случайно и была заинтересованность в этом. Кроме всего прочего, еще хотел вам сказать, что есть для государственных муниципальных заказчиков, которые здесь присутствуют, недавно состоялся суд, и уже есть такая практика, когда мы вместе с вами, заказчики, совершили некое действие, которое ущемило интересы участников торгов, и если он был вынужден написать жалобу, защищать свои интересы как в антимонопольном органе, так и в суде, и если он это выиграет, то все эти расходы он может предъявить заказчику. То есть теоретически в законе это всегда существовало, но на практике только вот появились решения суда, которые говорят о том, что если он понес такие убытки из-за действия, незаконных действий заказчиков, то заказчик в полной мере должен ему восстановить все понесенные убытки. Поэтому все эти убытки, как мы с вами понимаем, мы в основном, кто сидит, это государственный муниципальный случай, в порядке регресса орган власти имеет право все эти убытки выставить тому виновному своему сотруднику, из-за действий которых это все произошло. То есть если контрактный управляющий совершил некое действие, которое повлекло предъявление иска там, на 100, 200, 300 тысяч учреждение эту сумму выплачивает и подает встречный иск этому сотруднику в суд, и через суд уже взыскивает с этого сотрудника эту сумму, и эти деньги обратно переходят в бюджет. То есть в этом есть большая потенциальная угроза для нас с вами, в случае, если мы там что-то допускаем по незнанию, либо тем более преднамеренно. Поэтому очень внимательно нужно относиться к документации, к закупочной документации и своевременно отслеживать все изменения, которые существуют в этом законе. Но единственное, что хотел бы сказать, ФАС России, недавно у нас руководитель говорил об этом, нацелено на максимальное упрощение этого закона 44-го. И, скорее всего, если этот пакет изменений, который несем, в том числе и Минфином России, будет принят, то нам с вами будет значительно проще работать. Все жалобы будут в электронном виде, все уведомления будут в электронном виде, никто никому ничего пересылать не будет, никого уведомлять не надо будет и так далее, и так далее. То есть очень все просто будет, никаких там бумаг и так далее, все будет там в кабинете. Документация также, то есть виды закупок тоже должны упроститься, всего 3 закупки будут потом. Сроки также должны сократиться, и должна произойти автоматизация. Если участник, то есть жалобу не сможет написать тот участник, который не может подать заявку. Допустим, если там строительная какая-то закупка в сфере строительства, а участник, который там всю жизнь поставлял молоко, допустим,
хочет написать жалобу там, по каким-то своим личным интересам, может, он профессиональный заявитель или жалобщик, вот, он не сможет это сделать, потому что его автоматически сайт заблокирует из-за того, что, во-первых, у него нет там СРО, он там не числится, потому что у него еще нет опыта и так далее. Поэтому он не сможет писать пустые жалобы. И профессиональные жалобщики, они должны у нас с вами сократиться. Также есть ориентация контрольно-надзорных органов в этой части, что если, допустим, нарушение не влияет на порядок отбора, то за это как бы предписание, скорее всего, не будет в дальнейшем выдаваться. То есть, да, есть какое-то нарушение, но его можно устранить, допустим, в ходе заключения контракта. Честно говоря, наше управление уже где-то года два, да, по-моему, ведет такую практику, когда мы, если нет существенных нарушений, выдаем предписание, говорим в ходе заключения контракта внести изменения и так далее. То есть как бы максимально нацелено на то, чтобы не продлевать, не срывать сроки закупок. Следующее нарушение – это нарушение порядка заключения контракта или неправомерное изменение условий, а также заключение контракта с нарушением объявленных условий закупок. При заключении контракта заказчиком допускается нарушение порядка заключения контракта, при этом случаи бывают разные, как нарушение сроков, так и отказ заказчика или участника заключать госмуниципальный контракт. В прошлом году у нас был случай, заказчик просто отказался заключать контракт с победителем торгов. Он просто говорит, я говорит, не буду с вами заключать контракт, вы мне не нравитесь по каким-то причинам. Но последовала жалоба, заказчик был оштрафован на 50 тысяч рублей, и плюс еще выдано предписание, чтобы он все-таки заключил этот контракт. Если у него есть основания не заключать в соответствии с законодательством, чтобы он ему эти основания прописал, если нет, чтобы заключил. Вот. Он, получается, заказчик в данном случае еще и штраф понес, вот, и еще и заключил этот контракт. Кроме всего прочего, недавно с одним из руководителей разговаривал, руководитель заказчика разговаривал, они говорят, мы им говорим, вы незаконно не выставили пеню штрафы победителю торгов. Они говорят, а мы, говорит, продлили все равно, доп. Соглашение заключили и продлили срок исполнения контракта, поэтому там нарушений нет. То есть в данном случае нельзя было продлевать ни в коем случае. Они взяли еще и продлили, еще на одно нарушение пошли. То есть продление сроков, там, в зависимости от того, как именно это произошло, там тоже штрафные санкции от 30 до 50 тысяч рублей. Продлевать, если это не предусмотрено законом, исполнение контракта, никак нельзя, потому что это истолковывается как преференция. С одним заключили, ему не продлят, там срок исполнения, если 2-3 дня поставили, а с другим заключили, ему продлят. Допустим, у нас там строительство школы было в течение 2 недель. Как можно построить огромную школу за 2 недели? Естественно, там одни зайдут, скажут, я там никого не знаю, этого заказчика за 2 недели школу не построю. А другой, который более там, да, аффилирован с ним, он зайдет и знает, что заказчик все равно с ним доп. Соглашение заключит еще на полгода либо год, и он потом все это завершит. И в данном случае получается, что один хоdsубъект поставлен в неравное положение с другими. Но это тоже как-то коррупционно, и здесь тоже могут быть признаки не только административного состава, но и уголовного. Отдельное внимание стоит уделить инструкции по заполнению заявок, размещенных в составе закупочной документации, которая может ввести участие в торгов в заблуждение и отклонение в заявках от участия в торгах. Такие действия часто пресекаются комиссией управления в ходе рассмотрения жалоб. Часто при проведении совместных проверок с правоохранительными органами управления выявляют случаи нарушения объявленных условий контракта. Поэтому важно отметить, что контракт заключается исключительно ранее объявленных в документации условиях проведения закупки. В дополнение к вышесказанному необходимо еще отметить, что у нас, как и в предыдущие годы, крайне мало. Просто очень часто на совещаниях в правительстве, либо отдельно, когда вот проводится коллегия в Министерстве ведомств, мы слышим, что мы тот или иной объект не сделали от заказчика, потому что он недобросовестный, вовремя не приступил, вовремя не поставил лекарства, вовремя не начал строительство, там, ну и так далее, и так далее. Но если у нас так много недобросовестных поставщиков, то почему у нас сразу вопрос складывается, отсутствует вообще обращение для включения таких поставщиков в реестр недобросовестных поставщиков, так называется РНП. Их просто нет. Ну, соответственно, значит, нету этих недобросовестных участников. Либо они уже на последней стадии входят в сговор с заказчиками и договариваются между собой по взаимному согласию этот контракт расторгнуть, еще как-то его расторгнуть. Вот это неприемлемо. Допустим, также в прошлом году там случай у нас было снижение там, цены контракта на 37%, по взаимному согласию расторгли контракт, заново объявили аукцион,
и уже на 100% закупка была, контракт был заключен на 100% суммы. То есть они на снижение уже узнали друг друга, участники торгов, когда снижение произошло. Потом, видимо, договорились, что никто снижать больше не будет, и кто из них будет победитель. После этого снова переобъявили аукцион и по максимальной цене. В данном случае заказчику придется объясняться, почему он по взаимному согласию расторг, когда экономия для бюджета была такой существенной, и почему потом пошел на заключение нового контракта по максимальной цене. То есть это тоже так недопустимо, к этому тоже призываю обратить на это внимание. Еще хотел бы обратить внимание, что еще раз, что уже около 3 лет направление недобросовестного участника не является правом заказчика. Это является обязанностью заказчика. Если вы его не направляете к нам, это также штраф от 30 до 50 тысяч рублей на контрактного управляющего, скорее всего, если на него эти обязательства возложены. Поэтому, если не поставил, если не сделал, обязательно направлять к нам. Если у вас, просто недавно слышал, было такое, что мы не направили к вам информацию, потому что мы сами опоздали буквально на сутки, и если мы вам направили бы информацию, вы бы нас оштрафовали. Да, нарушение сроков направления к нам информации о включении в РНП недобросовестных участников. Здесь есть состав административного правонарушения, но там, если сутки, там двое суток, то и в зависимости от, конечно, ситуации, это может быть обстоятельства малозначительности. Поэтому мы максимально постараемся вас понять, почему это было сделано, почему произошла задержка. Поэтому не бойтесь, необходимо направлять его, просто направлять, иначе будет штраф еще больше. И плюс еще подозрение. Если какое-то там соглашение между вами и участником торгов в том, что вы не направили. Еще одним важным аспектом является, что мы крайне мало, я имею в виду заказчиков в республике, как республиканских, муниципальных, так и федеральных территориальных органов, крайне мало выставляем пеню, штрафы недобросовестным участникам. Это также недопустимо. Мы если произошла просрочка, либо там другие условия, за которых применяются там штрафные санкции, либо пеня выставляется, то это, опять же, не наше право, это наша обязанность выставлять ее. Мы не можем этого не делать. Иначе также может быть каждый из участников вопросы со стороны прокуратуры, либо иных правоохранительных органов, почему так произошло, в том числе может быть истолковано как и ущерб государству, причиненный в действиях, незаконных действиях, участие самых контрактных управляющих, халатность и так далее, и так далее. Поэтому призываю к этому смотреть более внимательно. Есть у нас из лечебно-профилактических учреждений участников? Нет, да? Что-то огромный блок связан с этим. Не будем. Единственное, что хотел бы сказать, что применение нацрежима, чтобы более внимательно к этому отнеслись, есть и изменения, Рамзан о них расскажет. При применении нацрежима нарушение этой статьи 14 закона о контракт-системе также истолковывается контрольно-надзорными органами как существенное. Следующий блок у нас контроль в сфере антимонопольного законодательства. За первый квартал этого года нами было рассмотрено 11 жалоб в соответствии с статьей 18.1 Закона о защите конкуренции при проведении закупок по 223 федеральному закону и торгов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами. По итогам рассмотрения всех жалоб, все жалобы были признаны обоснованными либо частично обоснованными. Здесь пример можно привести. На сайте торгов был размещен конкурс по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами по 10 лотам. Один лот – это один многоквартирный дом. В управление поступили жалобы от юридического лица, уже осуществляющего управление данными домами, с просьбой аннулировать данные торги. Организатор торгов пояснил, что выставил на торги данные дома, так как истек срок действия договора с прежней управляющей компанией. Поэтому выставил их. Управлению в рамках рассмотрения жалобы было установлено, что в случае, если договор управления истек и не было никаких претензий к данной управляющей компании в течение срока исполнения им договора, то этот договор на управление с ним продлевается в автоматическом порядке. То есть это не является каким-то правом муниципального образования выставлять либо не выставлять на торги, а является для муниципального образования обязанностью заключения, пролонгации договора с этой управляющей компанией. Это является примером защиты бизнеса, добросовестного бизнеса со стороны законодателя. Если закон говорит, если ты исполнен добросовестно, то с тобой должны продлить и не надо проводить новые торги. Еще мы возбудили 3 дела по
признакам картельного соглашения. Вот, все два дела в отношении учреждений здравоохранения республики и одно дело – это 7 организаций, но они все находятся за пределами республики. Там соглашение было выявлено при проведении более 2000 аукционов. То есть это самое крупное дело по сговору будет в нашей стране. Вот, более 2000 аукционов выявлено еще не было никогда. Ну, об этом еще чуть позже скажем. А дела в отношении учреждений здравоохранения мы их продолжаем. То есть признаки сговора в чем были? Просто рассказываю об этом для того, чтобы кто-то из заказчиков не знает, чтобы у себя такого не допускать. Под ковидом были заключены контракты с единственным поставщиком, тогда как можно было провести торги. Имеется в виду, почему можно было провести торги. Срок поставки там 140 дней. Торги можно провести, законтрактоваться за 53 дня, мы их почитали. То есть тут, получается, ограничение было. После того, как 140 дней прошло, это то оборудование было, которое нам необходимо для борьбы с ковидом. Но заказчик в данном случае решил, что больные республики подождут, ковид тоже как-то не угроза для них, и так далее, и так далее. То есть это все нормально. Были выделены деньги с президентского фонда для борьбы с ковидом. После того, как истекло там 140 дней, они еще раз им дали преференцию, еще продлили там на 60 дней, на 70 дней, там много поставок было, всего там на около, по-моему, 200 миллионов рублей. Оборудование так и не поставлялось. Есть оборудование, по которому контракт заключен в мае прошлого года, до сих пор не поставлено. Вот. Это врачи, которые должны бороться, получается, с негативными последствиями пандемии, они, наоборот, способствуют распространению пандемии. Это аппараты ИВЛ не были поставлены, КТ-аппарат не был поставлен и так далее, и так далее. То есть те деньги, которые срочно нам дали деньги заключить контракт, неважно, невзирая там, на сумму, невзирая там, на поставщика, по пункту 9 статьи 93, прямой контракт, они решили воспользоваться этим пунктом и дальше уже ничего не делать. Естественно, ни пеня не выставлено, ни штраф не выставлен, аппараты многие до сих пор не поставлены, в РНП его никто и не думает направить и так далее, и так далее. Вот. Но, в принципе, для них сейчас наступят негативные последствия. Дело возбуждено, будет рассмотрено, принято решение, и материалы будут переданы в прокуратуру и в МВД уже для дальнейшего рассмотрения. И если они усмотрят там состав уголовного нарушения, то дела также будут возбуждены, рассмотрены. То есть нас возмущает в этом деле то, что мы в мае, в июне прошлого года всем миром скидывались на респираторы. Нас меценаты покупали, благотворительные фонды покупали аппараты ИВЛ. А в это время заказчики сидели, у них на счету было 248 миллионов, насколько я помню, и не собирались их вообще тратить. То есть либо тратить так, как удобно будет их поставщику, максимально выгодные условия для них создать, и как им будет удобно, и когда им будет удобно, чтобы он поставил. То есть пандемия сошла, цены заключенные, то есть цены были максимальные по уровню того периода. Сейчас, я думаю, что и цен таких нет, но до сих пор кое-что еще не поставлено. Вот это вызывает большие вопросы. Далее о рекламе. Управлением было возбуждено за этот период 2 дела по признакам нарушения требований законодательства о рекламе. Это одно дело, оно такое примечательное. Увидели в Инстаграме рекламу о том, что продается лирика, препарат запрещенный, ограниченных оборотов в нашей стране, без рецепта и так далее нельзя продавать. Но реклама была в свободном доступе. Кроме лирики еще предлагалось ряд других наркотических средств. Предлагалось еще указать там места, где закладки. А также там же в этой же рекламе написано, что они принимают всех на работу, всех закладчиков, которые к ним придут, и там большие суммы денег за это предлагалось. Мы взяли, оформили это как нарушение у себя, направили материалы в Росздравнадзор, Росздравнадзор далее Роскомнадзор, да. Роскомнадзор, насколько нам известно, заблокировал, по крайней мере, должен был заблокировать этот